Выпускница Таласской школы Клара Аязбекова окончила школу с отличием. Все экзамены позади. Осталось последнее, не менее волнительное мероприятие. Я очень долго ждала этот вечер. Сегодня пришел день, когда мы должны разойтись. Ведь уже завтра для меня и моих одноклассников начнется другая, взрослая жизнь. Наряд выпускницы может стать свадебным. Сама того не подозревая, Клара, возможно, прихорашивается для будущего жениха. Многие парни воруют невест прямо с выпускных вечеров. Мама девушки с этим знакома не понаслышке. Ее тоже украл будущий супруг, хотя они даже не были знакомы. После этого родители Клары жили вместе 20 лет. Но будущее своей дочери мать видит иначе. Я против того, чтобы воровали молоденьких девушек без их согласия. Если мою дочь украдут, и она будет против этого, мы обязательно заберем ее домой. Проведение выпускных вечеров по всей республике было запрещено Министерством образования. Соответствующее решение было принято и мэрией города Талас. Одна из основных причин – кража девушек. На утро, когда после мероприятия на утро приходишь, ты обязательно не досчитываешься 2-3 девочек. Выясняется, что вчера эта девочка пела, вчера эта девочка танцевала, а после мероприятия эту девочку украли. Мы запрещаем проведение каких-либо торжественных мероприятий после торжественного вручения. То есть всю ответственность за последующие мероприятия родители этих детей берут на себя. Торжественное вручение аттестатов. На этом прощание со школы для выпускников должно было закончиться. Но родители не смогли отказать и решили сами устроить своим детям праздник. Айнура, единственная обладательница красного аттестата, на этот вечер не пойдет. Другие родители собираются устроить праздничный вечер своим детям. Но я свою дочь туда не пущу. У нас выпускные вечера называют балом невест. И я не хочу, чтобы мою девочку украли. Если украдут, это жизнь такая, значит, украли все. Обратного хода нету. Дежурный Шевкунов, помощник Савкумаев, водитель Джелушбеков, следствие Казакбаев. В этот вечер у таласской милиции будет много работы. Из-за выпускных вечеров, хоть и неофициальных, усилено патрулирование улиц. Стражи правопорядка опасаются драк, аварий на дорогах и меньше всего похищения девушек. В этом году в Таласе не зафиксировано ни одного случая кражи невест. И не потому, что их перестали воровать. Обычно в таких случаях следственные действия оканчиваются примирением сторон. То есть девушка вынуждена идти замуж. По данным Министерства внутренних дел, по республике за прошлый год было возбуждено 24 уголовных дела по статье принуждения к вступлению в брак. Другую статистику в 2006 году озвучил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В его докладе говорилось, что 80% женщин в селах Кыргызстана выходят замуж без своего согласия, будучи украденными. Но практически никто из них не обращается в милицию. Недавно поступает сообщение в одно из оперативных подразделений о том, что умыкнули девушку, украли девушку, скажем так, да, чтобы понятнее было. Украли девушку, есть звонки от нее, но непродолжительные. Все признаки похищения человека, все признаки, скажем, других преступлений. Но когда наши сотрудники вмешались в эту ситуацию по заявлению близких родственников, мы узнаем, что молодые люди заранее договорились, заранее все эти вопросы обсудили. Ну и вот пошли на этот шаг. Свое небольшое исследование в Таласе провела неправительственная организация «Союз единения». Из 400 опрошенных почти 250 человек ответили, что лично сталкивались с кражей невест. Более 120 респондентов считают это насилием над женщиной. В последний год стало очень много обращений именно девушек молодых в случае развода, установления отцовства, регистрации детей. Появилась такая проблема. Мы начали эту проблему исследовать, и получилось, что все эти девушки выходили замуж в результате кражи. Ассаламу алейкум. Эта женщина не захотела называть своего имени и показывать лица. Она обратилась за помощью к юристу, потому что хочет развестись с мужем и заставить его платить алименты. У меня 3 детей. Муж пьет, бьет меня, сигареты об детей тушит, деньги домой не приносит. 14 лет я терпела ради детей, но они сами захотели уйти от такого отца. Вечно прятаться от него мы не можем.
балдарды кошо сабайт да, балдарды кошо кубалайт, түндө кычыраган кышта качып. Будущий муж украл ее, когда ей было 17 лет, перечеркнув все планы на будущее. После школы она хотела поступить в вуз. Сейчас из-за отсутствия профессии ей приходится работать на полях, чтобы прокормить детей. Как потом выяснилось, родители девушки знали о похищении заранее. В тот день я вышла на улицу, чтобы пойти к родственникам. Сзади подъехала машина, и меня туда силой запихнули трое парней. Привезли в дом, а там уже женщины с платком ждут. Я поняла, что меня украли. Долго плакала, но они обещали, что все будет хорошо. Да и как тут уйдешь? Ведь у кыргызов традиция. Если украли, уходить нельзя. На порог старушки садятся. Говорят, проклянем, если через нас переступишь. Но я и осталась. А получилось, что я сегодня как проклятая живу. Если бы можно было вернуть время назад, я бы переступила через них и сбежала. Этой женщине еще повезло, ее брак официально зарегистрирован. Но часто к юристу обращаются клиентки, у которых на руках нет никаких документов. Это тогда, получается, знаете, они уже попали в такое тупиковое положение, что при даже с исковым заявлением в суд обращаться, там нужно доказательство, да, на основании чего он является, да, и является ли он отцом, да. Это уже проигрышный момент идет. И они уже остаются, как бы сказать, брошенные судьбой и на произвол судьбы. И очень обидно, когда о Кыргызстане вспоминают тогда, когда вспоминают кражу невест. Проблему кражи невесты ранних браков поднимали и в парламенте республики. Для того, чтобы защитить имущественные права женщин, было предложено внести поправки в законодательство. Почему, когда совершаются сделки, машины продают, мусульмандар друг другу продают машины, деньги дают залог, они почему-то идут к нотариусу, они вот так вот просто так не доверяют, дом продают, обязательно они сделку как положено регистрируют, а тут брак заключается, это гораздо опаснее, чем купить подержанную неправильную машину, которая в угоне или так далее, это же очень это на всю жизнь. Суть изменений в том, чтобы уменьшить брачный возраст при наличии уважительных причин на 1 год, а не на 2, как раньше. Также депутаты предложили разрешить проведение религиозного освящения брака только после регистрации в ЗАГСе. За нарушение новых правил предусмотрен штраф – 1000 сомов. Инициаторы уверены, что это поможет исправить ситуацию. В нашей инициативной группе, да, по этим законопроектам очень много людей, которые вот сами сталкивались, сами на себе ощутили это похищение невест. Меня пытались украсть. Вместе с тем депутаты признают, что одних поправок недостаточно. Надо мальчикам тоже говорить, что ты должен уважать права этой девушки, ты должен защищать ее право, да, на согласие. А ее согласием это и есть, что вы вместе пойдете в ЗАГС и подадите заявление. И уверена, каждая девушка, да, каждая девушка мечтает, вот не мечтает, чтобы ее похитили, да, там темной ночью привезли, там, и все. Каждая девушка мечтает одеть белое платье. Но есть и те, кто считает, что данные поправки только усложнят ситуацию. Те, кто воровали, они спасибо скажут, да, вы нам облегчили положение. То есть я буду воровать, а потом даже если родственники невесты скажут, зарегистрируй этот брак, идите в ЗАГС, чтобы вы не жили как в гражданском браке, чтобы у вас отношения были официально зарегистрированы, он скажет, извините, а вот я хотел бы пойти, но вот мне закон препятствует, будем ждать 17 лет. А что в течение этого года произойдет с девушкой, что произойдет с этой семьей, еще неизвестно. Последствия таких спонтанных браков действительно сложно предугадать. Никакой официальной статистики не существует. По данным неправительственных организаций, каждая 4-я такая семья распадается. Когда наших городских девушек воруют сельскую местность, и там им приходится, когда нет газа, нет света, и греть воду в казане кизиком, и печь хлеб, и стирать, и без машинки, и без ничего, и вот она вот беременная работает, и у нее выкидыши один за другим. О вреде ранних браков говорят и врачи. Только по Таласской области за год в 2 раза увеличилось число родов среди девочек-подростков. Возросло и количество абортов. Ранняя половая жизнь ведет к большому риску заражения инфекций, передаваемых половым путем девочек, ведет, естественно, к ранним родам. Подростков девочек в большинстве случаев протекает с осложнениями.
Акен Касымалиев приносит любимые цветы своей дочери Венеры на ее могилу. 20-летняя девушка повесилась, оставив родным предсмертную записку. «Отец, простите меня, но так жить я уже не могу. Я устала, и пускай я попаду в ад, но зато моим страданиям придет конец». В жизни девушки, казалось, все только начиналось. Учеба в университете, новые друзья. Детство Венеры было нелегким. Ее мама рано умерла. На плечи девочки легли домашние хлопоты. Она мечтала выйти замуж, чтобы отдохнуть от забот, но вышло иначе. Утром рано она ушла на учебу и не вернулась. Ее, как мне потом рассказывали, подкараулили, как какой-то скот закинули в машину и увезли. Мы отправили за ней погоню, но она так и не пришла. Постеснялась или, может, уже не смогла вернуться. На 5-й день девушка сбежала сама, но уехала в Бишкек к родным, там же и повесилась. Мы ей ничего не говорили, не упрекали, надеялись, что у нее начнется новая жизнь. Не ее вина, что ее украли. Что случилось, не знаю. Скорее всего, она не выдержала давления со стороны тех, кто ее украл. Это они виноваты. В конце мы должны объявить, сколько людей по всему Кыргызстану, сколько людей сегодня на площади присоединились к нам. Случай с Венерой не единственный. Этой весной в Караколе наложила на себя руки еще одна украденная невеста. Но в безвыходные ситуации попадают и сами похитители. На рыне повесился парень, который украл девушку. Получилось, что невеста оказалась девушкой легкого поведения и имелась ребенок от внебрачного союза. И это узнает все село, и что юноша в конце-то концов от того, что не переносит вот этот случай, и тоже покончил жизнь суицидом. Парень приговорил себя к высшей мере наказания. На деле кража девушек карается законом штрафом от 100 до 200 минимальных зарплат, либо сроком от 3 до 7 лет лишения свободы. Это преступление или же народные обычаи? Так вот, мы сами должны определить, что это за явление. Поэтому, если это народный обычай, то мы должны показать ее хорошие стороны и учить молодых людей, как это делать красиво. В духе и в рамках наших народных традиций. Как это сделать красиво и сделать таким образом, чтобы не было в наших деяниях признаков какого-либо уголовного деяния. У Раимканы и Мараем Садралиевых 5 детей. Все они женились согласно киргизским традициям. Мы идем в дом к невесте, к родителям, просим руки ее. Потом серьги дарим невесте, чтобы больше к другому ходила. Колен платим невесте. О том, чтобы привести украденную невесту, да еще и без ее согласия, в этом доме и речи быть не может. Раимкан Садралиев считает, что сегодня неправильно понимают истинно кыргызские традиции. В старину было принято так выдавать замуж девушек за богатых женихов. Отец надумал выдать ее замуж другому. Договаривается, она его даже и не видела. Жених договаривается, приезжает на лошадь. Тогда транспорт не было такого. Сажает ее к себе и увозит. Вот это традиция пошла, вот это алагачу, кызалагачу, украсть невесту. Да. Категорически против подобных традиций и официальная мечеть. По словам священнослужителей, кража невесты в исламе считается преступлением. Девушка может спокойно переступить через порог и уйти, даже если там сидит старушка. Это не считается грехом. Когда совершается нике, священнослужитель должен обязательно спросить невесту, украл ли ее жених. Если она ответит, что украл, он не должен дальше продолжать обряд. Для него тоже большой грех, если он соединит перед Богом этих людей. Садитесь, я вам расскажу, откуда пошло название нашего села. Эту историю жители села Кыскуё передают из поколения в поколение. Никаких доказательств того, что это было на самом деле, нет. Но местные верят, что это не просто выдумки. Была у бая дочка, очень красивая, и влюбился в нее пастух. Но отец решил выдать девушку за богатого. Пастух и его возлюбленная узнали об этом и решили сбежать вместе. Долго они бежали по горам.
устали и решили немного отдохнуть. Абай уже послал за ними погоню. И пока они спали, подкрались к ним джигиты и схватили их. Бай наказал разделаться с обоими. Парню отсекли голову вон в том ущелье, девушки в этом. На месте их тел образовались два ручейка. Оба они впадают в реку Чу. Так, даже после смерти возлюбленные соединились воедино, а место это назвали Кыскуйо, что означает «девушка-жених». Один из ручейков теперь снабжает питьевой водой жителей села Кыскуйо. А старожилы стараются не забывать, откуда этот ручей появился. Я думаю, эту красивую легенду нужно рассказывать молодым. Пастух украл девушку, потому что сильно любил ее, а она любила его. По-другому они бы не смогли быть вместе. Воровство невесты в этом случае было оправданным. Молодежь должна знать, что без согласия красть девушек нельзя. Сегодня похитителями движут, как правило, другие мотивы. Одна из основных причин – отсутствие культуры общения с прекрасным полом. Для того, чтобы, мне кажется, вот, избежать стресса для себя, вот, некоторые молодые люди, они вот выбирают такой путь. То есть они думают, что вот похитил, привел домой, там она поплакала, и у нее отрезаны шаги, она уже не может уйти, потому что вот она уже и брак осветили уже, и эта брачная ночь прошла. К такому выводу пришли в общественном объединении «Открытая линия» после проведенного исследования. Чтобы разобраться в проблеме, организация занялась документированием истории похищенных невест. Было собрано около 300 анкет. Проанализировав их, стало понятно, почему украденные девушки остаются с похитителями. Многие, они тоже боятся того, что о них скажут потом в селе. Скажут, вот она уже была в этом доме, вот она уже как вот статус поменяла. То есть вот она была девушка, стала разведенная женщина. Но есть и те, кто все же решается уйти. Эта 20-летняя девушка попросила не называть имени и не показывать лица. Она попала в Бишкекский реабилитационный центр после того, как одноклассница продала ее своему знакомому. Мы с ней вообще-то друг друга недолюбливали, а тут она стала со мной хорошо общаться. «Давай, — говорит, — я тебя с парнем познакомлю». Я отказывалась, но она настаивала. Я и согласилась. Поехали, познакомились. Мне надо было домой. Они сказали, что отвезут меня, но привезли в чужой дом. Там платок на голову. Я растерялась, плакать начала. Посадили меня рядом с женихом. Я смотрю, а это совсем не тот парень, с которым меня знакомили, а взрослый мужчина. Нас какой-то человек обвенчал. Уже потом я увидела, как одноклассницы деньги отсчитывают. Жених оказался пьющим, в его доме денег даже на хлеб не хватало. На 10-й день девушка не выдержала такой семейной жизни и сбежала. Но на этом проблемы для нее не закончились. Я себя в этом виню. Если бы я тогда сразу ушла, забыв про свою честь, все нормально было бы. Сегодня я стараюсь жить как обычно. Но психологи говорят, что мне нужна помощь, потому что я боюсь верить людям. Будучи студенткой первого курса, Нурзат Шайбекова тоже помогла своему знакомому Тынчтыку Баттабекову украсть подругу. Но девушка не понравилась родителям парня, и ее вернули обратно. А через год Тынчтык украл уже саму Нурзат. Я сразу заметила, что они украли меня. Потом я плакала, вот так за этот шофером вот так захватила. Отвези, говорю, мне домой, я буду заплатить. Вот так. Он все молчит, вот так сидит. Оказывается, этот не таксист, а его брат. Сейчас Тынчтык признается, что сразу влюблен в Нурзат он не был. На том, чтобы украсть девушку, настояли его родители. Я решил для себя, что обязательно ее украду. Мне было совершенно неинтересно ее мнение. Я знал, что она будет сопротивляться, плакать, но потом смириться, и все у нас будет хорошо. Сейчас супруги считают свою семью счастливой. Очень тяжело было первый год, вспоминает Нурзат. Пришлось бросить учебу в университете. Несколько раз она собиралась уходить от мужа, не могла ужиться с его родителями. Но все встало на свои места после рождения первого сына. Вся молодежь против того, чтобы невест воровали. И я тоже против. Мне кажется, парни, которые крадут девушек, просто не умеют с ними общаться.
Уже завтра Клару АСБ родители отправят в Бишкек. Они надеются, что учеба в столичном вузе не только поможет девушке получить профессию, но и убережет ее от раннего замужества. Для таласских выпускников скоро наступит рассвет взрослой жизни. Весь класс в сборе. Но взрослые все равно стараются не оставлять детей без присмотра. Эта ночь, по словам милиционеров, прошла спокойно. Заявление о похищениях девушек не поступало. Но это только в Таласе. По неофициальной информации неправительственных организаций, несколько десятков выпускниц по республике стали после этого вечера невестами.